Давайте сегодня погрузимся в историю кыргызского народа. Вот 15-18 века– очень важный период. После распада Мугалистана кыргызские племена оказываются на Тянь-Шане. И вот вопрос. Как им удалось там не просто выжить, а как-то объединиться, защитить себя? Источники, с которыми мы работали, говорят о какой-то особой структуре. Да, совершенно верно. Речь идет о возрождении или адаптации дуальной этнополитической организации. Это, система деления на два крыла. Она очень древняя. Известны у кочевников Центральной Азии там гунны, древние тюрки. Ага. И вот именно она, как показывают источники, стала своего рода фундаментом для кыргызов на Тянь-Шане. В тот сложный период это было, видимо, необходимо. Два крыла, любопытно. Идея-то вроде знакомая, но как конкретно у кыргызов это работало? Что нам говорят вот эти источники 16-18 веков? Да, есть несколько ключевых текстов. Вот китайский источник XVIII века– Сиюджи. А еще раньше, в XVI веке, тюрко-персидский Шаджарат Аллатрак и, что особенно важно, Маджму ат-Таварих. Угу. Они все, в общем-то, описывают похожую структуру. Да, называют по-разному иногда, но суть одна. Сиюджи, например, четко говорит «правое крыло Онг» и «левое Сол», и что система эта сложилась еще в первой половине XVI века. Онг и Сол. Правая и левая. А вот Шаджарат Аллатрак. Там, кажется, было про кыргызы и Отус-Оугул. Или Отус-Огул. Да, там упоминается это предание. Кыргыз и Отузоугул. И многие исследователи считают, что это, по сути, те же самые Онг и Сол канат, то есть правое и левое крылья. То есть это просто другие названия для тех же самых крыльев. А есть текст, где это вот прям так и сказано? Именно. Вот Маджму ат-Таварих, отцхамый источник XVI века, он как раз проводит эту параллель. Там тоже есть Онг и Сол. И вот там правое крыло Онг прямо связывается с именем Кыргыз. Ага. А левое крыло — Сол, соответственно, с Утузоугул или Утузул. Так что да, Кыргыз и Утузул — это, по сути, и были названия этих двух главных объединений — правое и левое крылья. Вот оно что. Ясно. Значит, это основной костяк. Но ведь там, кажется, упоминалась еще какая-то группа, не только эти две. Совершенно верно. Важно не забыть про объединение Булгачи, или, как их чаще называют, Ичкилик. Это еще одна группа племен. Их происхождение тоже связывают с Алтаем, с Прииртышьем, и они тоже как-то встроились в эту общую кыргызскую структуру. Встроились? А как? К какому крылу их относили? А вот тут интересно. Тот же Маджму ат-Таварих, иногда их относят к левому крылу, то есть к Сол, Котус-Ул, а иногда они как бы сами по себе выступают, как отдельная сила. Это, кстати, показывает, что система не была такой жесткой и застывшей. Она была живая, учитывала реальную ситуацию. Понятно. Но все-таки главный вопрос. Зачем? Зачем понадобилось вот так вот сложно делиться на два крыла, возрождать эту древнюю систему? Не проще было как-то по-другому объединиться? Но понимаете, это была не просто традиция, это была жизненная необходимость. И я бы даже сказал, такое проявление политической мудрости, что ли. Во-первых, нужно было как-то собрать вместе очень разные племена, которые пришли на Тянь-Шань в разное время. Угу. Эта дуальная система давала им общую рамку, общую идентичность, так сказать. Во-вторых, конечно, оборона. Оборона от кого? Не забываем, это время постоянных угроз. Главная угроза — Джунгарское ханство. Очень мощное государство было. И такая структура, правое и левое крыло, она позволяла быстро мобилизовать силы. Всех мужчин, способных носить оружие. То есть внешние враги — это ключевой фактор. А внутри, между собой как-то помогало это деление? Безусловно. Это третья причина. Это был инструмент для решения внутренних вопросов. Распределение пастбищ, охотничьих угодий, разрешение споров между разными родами, племенами, чтобы не было постоянных конфликтов. То есть и для войны, и для мира. Именно. И со временем, что интересно, эта система, которая изначально вроде как на родстве строилась, на генеалогии, она все больше становилась территориальной, привязанной к конкретным землям Тянь-Шаня. Правое крыло занимало одни территории, левое — другие. Получается, что вот эта система Онг и Сол, Кыргыз и Отусул, она не просто была данью прошлому, а стала реально работающим механизмом, который помог кыргызам, скажем так, состояться как народу на новой родине и выстоять.
Именно так. Абсолютно ключевую роль сыграла эта дуальная организация в XVI-XVIII веках. И в этногенезе, то есть в самом формировании народа, и в его сохранении. Период-то был очень бурный и опасный. Итак, если подвести итог нашему разбору источников, мы видим довольно сложную, но при этом гибкую дуальную структуру. Корни у нее древние, но кыргызские племена ее не просто сохранили, а очень активно использовали, приспособили к условиям Тянь-Шаня. И это стало основой их выживания, объединения и управления. Удивительно все-таки, как старые модели могут переосмысливаться. Да, и что здесь особенно, мне кажется, важно, это вот эта гибкость социальной организации кочевников. Способность не просто копировать прошлое, а творчески его перерабатывать, адаптировать под конкретные вызовы и внешние, и внутренние. Переход от идеи такого мифического родства к реальной уже территориально-политической организации. Это, своего рода социальная инженерия того времени. И вот, наверное, мысль, которую можно оставить нашим слушателям для размышления. Насколько вообще вот такие древние схемы деления, на правых и левых, или какие-то другие бинарные оппозиции, насколько они, пусть даже в совершенно неузнаваемом виде, могут и сегодня влиять на нашу социальную организацию, на политику, может быть, даже на то, как мы себя ощущаем как народы?